Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров совершил государственный визит в Китай с 4 по 7 февраля. СМИ Китая и Кыргызстана, включая присутствующие здесь журналисты, интенсивно освещали данный визит. Пользуясь случаем, выражаю вам признательность за вашу упорную работу. Данный визит президента Садыра Джапарова является новой исторической вехой в развитии китайско-кыргызских отношений. Я хотела бы итоги подвести в трех самых. Во-первых, на самом высоком уровне приняли президента Садыра Джапарова. В начале февраля отмечается китайский Новый год по лунному календарю, праздник весны. Повсюду ощущается радостная праздничная атмосфера. Визит во время китайского Нового года сам по себе имеет особое значение. Это первый зарубежный государственный визит президента Садыра Джапарова в 2025 году. Первый госвизит глав евразийских стран в Китай в наступившем году. Первый рабочий день китайского народа после недельного отдыха, что в полной мере отражает уделенное головами двух государств повышенное внимание к развитию китайско-кыргызских отношений, свидетельствует о глубокой дружбе между народами двух стран, а также демонстрирует высокий уровень и уникальности китайско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. В ходе переговоров с президентом Садыром Джапаровым председатель Си Цзиньпин говорит, это его слова: по китайской традиции в целый первый месяц, то есть январь, по лунному календарю, отмечается Новый год. Я очень рад, что господин президент приехал в Китай отпраздновать Новый год с китайским народом и обсудить грандиозные планы сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном. Китайская страна оказала президенту Садыру Джапарову самый торжественный прием по дипломатическому этикету высшего уровня. Ночью 4 февраля, после приземления борта президента в международном аэропорту Шуду, порт Пекин, вывешены государственные флаги, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Президента встретили министра жилищного, городского и сельского строительства КНР и другие официальные лица. Я тоже была на месте. В первой половине дня 5 февраля президент Садыр Джапаров прибыл в Дом народных собраний с почетным эскортом мотоциклистов. Председатель Си Цзиньпин и его супруга госпожа Пэн Лиюэн провели церемонию официальной встречи для президента Садыра Джапарова и его супруги госпожи Айгули Джапаровой. На площади Тяньаньмэнь прозвучал салют из 21 выстрела. Лидеры стран приняли рапорт командира роты почетного караула и совершили обход строя. Затем прошли переговоры между лидерами в дружественном ключе. В полдень председатель Си Цзиньпин и его супруга госпожа Пэн Лиюэн устроили приветственный банкет для президента и его супруги в золотом зале Дом народных собраний. После приема господин президент возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в городе Пекин. Премьера Госсовета КНР Ли Qiang, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи также провели встречи с господином президентом. Кроме того, госпожа Пэн Лиюэн провела чай-питье с госпожой Айгули Джапаровой. Как раз обе первые леди
одеты в красную одежду. В китайских соседях говорят, что они самые красивые первые леди в мире и придают особый колорит данному визиту. Во-вторых, обеспечены самые насыщенные сопутствующие мероприятия в рамках государственного визита. Кроме официальных мероприятий в рамках государственного визита, повестка дня у президента Садыра Джапарова очень насыщена. Во второй половине дня 5 февраля президент и его супруга приняли участие в торжественной церемонии открытия бюста выдающегося кыргызского писателя Чингиз Айматова в Пекинском университете языка и культуры. Господин Айматов внес бесценный вклад в сокровищницу мировой литературы своим выдающимся талантом и глубокими мыслями. Пекинский университет языка и культуры известен своей активной международной деятельностью. Открытие бюста Чингиза Айматова в этом университете, несомненно, будет способствовать взаимному обучению и обогащению между двумя цивилизациями. 6 февраля президент Садыр Джапаров посетил известный горнолыжный курорт Пекин, Китая, Ябули, который находится к востоку от Харбина, провинции Хэйлунцзян, и поделился своими свежими впечатлениями в соседях. Ябули принимал множество международных соревнований по конькобежному и лыжному видам спорта, как для профессиональных спортсменов, так и для обычных туристов. Его называют «восточным Давосом». Господин президент высоко оценил современную инфраструктуру курорта, безупречный сервис и высокий уровень управления, а также написал в соседях, что Кыргызстан тоже построит горнолыжный комплекс. Госпожа Айгули Джапарова посетила Харбинский международный фестиваль «Большой мир льда и снега». С большим интересом любовалась различными ледяными и снежными ландшафтами с элементами мировой культуры. Она долго полюбовалась ледяной скульптурой, построенной по образцу площади Алатау, и фотографировалась перед ней. Более 8 китайских мастеров в течение более чем 2 месяцев завершили эту работу, что отражает искренность и гостеприимство Кыргызстану со стороны Китая, как страны хозяйки зимних азиатских игр. Вечером 7 февраля председатель Си Цзиньпин, президент Садыр Джапаров и другие лидеры азиатских стран приняли участие в торжественной церемонии открытия 9-х зимних азиатских игр. Сборную Кыргызстана горячо встретились десятки тысяч зрителей восторженными криками и аплодисментами, что в очередной раз продемонстрировала глубокую дружбу между Китаем и Кыргызстаном. Харбин – известный ледяной город в Китае. Снежно-ледовая культура, а также экономика льда и снега превращаются в новые драйверы высококачественного развития Харбина и новую узловую связку для расширения открытости города внешнему миру. Президент Садыр Джапаров очень заинтересован в успешном опыте Китая в развитии зимних видов спорта и снежно-ледового туризма. Как представитель Си Цзиньпин говорит, что лед и снег – это тоже золотые и серебряные горы. Кыргызстан богат снежно-ледовыми ресурсами и тем самым активно развивает индустрию зимних видов спорта и туризма. У двух стран есть широкие перспективы сотрудничества в этой области, и мы верим, что у Кыргызстана будут новые золотые и серебряные горы. В-третьих, визит увенчался полным успехом с самыми яркими итогами. В рамках данного визита главы двух государств достигли широкого консенсуса по углублению всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества, а также по международному и региональному вопросам, представляющему взаимный интерес
наметили новый план развития китайско-кыргызских отношений. Лидеры стран подписали совместную декларацию КНР и КР о углублению всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Присутствовали при подписании 22 документов о сотрудничестве «Один пояс, один путь» в области дипломатии, торговли, сельского хозяйства, искусственный интеллект, цифровой экономики и так далее. Но там еще 23-й документ, это о дружеских отношениях между областями. Первое. Значительно укрепилось стратегическое взаимное доверие между двумя странами. Стороны единогласно согласились в дальнейшем углублять китайско-кыргызские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, подтвердили стремление к созданию сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедствия, дружбы и совместного процветания. Стороны готовы и впредь под стратегическим руководством глав государств поддерживать тесные контакты на высшем и высоком уровнях и углублять обмен опытом в области госуправления. Стороны подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга, и решительно выступают против вмешательства внешних сил в внутренние дела, а также против применения двойных стандартов. Кыргызская страна подтвердила свою приверженность принципу одного Китая и твердо поддерживает Китай по вопросам, связанным с Синьцзяном, Сянган и Сизан. Китайская страна твердо поддерживает путь развития, самостоятельно выбранный Кыргызстаном, и все его усилия по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, поддержанию национальной стабильности и содействию социально-экономическому развитию. Кыргызская страна высоко оценивает и поддерживает выдвинутые китайской стороной концепцию построения сообщества единой судьбы человечества, инициативу «Один пояс, один путь», дипломатическую концепцию в отношении сопредельных стран на основе доброжелательности, искренности, взаимовыгодности, инклюзивности, а также глобальную инициативу развития, глобальную инициативу безопасности и глобальную инициативу цивилизации. Второе. Неуклонно углубляется практическое сотрудничество. Стороны единогласно согласились на новом этапе высококачественного развития инициативы «Один пояс, один путь», содействовать стыковке инициативы «Один пояс, один путь» и национальной программы развития Кыргызской республики до 2026 года. Подписанное соглашение о социальном страховании между правительством КНР и Кабинетом министров КР – это первое подписанное соглашение подобного рода между Китаем и страной-участницей ОПОП, что эффективно решает проблему двойной уплаты взносов социального страхования предприятиями и работниками друг у друга. Подписаны совместные заявления о начале переговоров по соглашению о торговле услугам и инвестициях между КНР и КР. Такие меморандумы о взаимопонимании, как по укреплению инвестиционного сотрудничества в области минералов, используемых в чистых энергетических технологиях, по расширению сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, по укреплению сотрудничества в сфере цифровой экономики и так далее. Стороны продолжат расширять торговлю услугами, зеленую торговлю и цифровую торговлю, раскрывать потенциал сотрудничества в таких областях, как экологически чистые полезные ископаемые, зеленая энергетика, инфраструктура и инженерное строительство, а также наращивать сотрудничество в сфере производительных сил нового качества, таких как трансграничная электронная коммерция, большие данные, искусственный интеллект. Подписаны протоколы о фито- и ветеринарно-санитарных требованиях при экспорте фасоли, мытой шерсти Кашмира, мяса птицы из Кыргызстана в Китай. Стороны готовы обеспечить зеленый коридор для побочной сельхозпродукции. Подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере сокращения бедности, а также сокращения бедности посредством науки и технологий в целях продвижения устойчивого
социально-экономического развития двух стран. Подписан меморандум об укреплении сотрудничества в жилищном и городском развитии. Кроме того, стороны будут углублять сотрудничество в области научно-технической инновации, поддерживать сотрудничество между научно-исследовательскими институтами, университетами и предприятиями двух стран в области современного сельского хозяйства, промышленных технологий, биомедицины, зеленой экономики, экологического управления, сейсмологии и так далее. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является знаковым проектом трех стран по совместному строительству пояса и пути, откроет новые стратегические коридоры для экономического развития региона. В декабре прошлого года успешно прошли церемонии запуска проекта. Главы наших государств единодушно подчеркнули необходимость высококачественного строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан как железного шокового пути в соответствии с высокими стандартами. Это современный железный шоковый путь. В прошлом году после КПП Туркарт и Иргаштам временно открылся третий пункт пропуска Петели на китайско-кыргызской границе. Стороны готовы ускорить строительство инфраструктурных и вспомогательных объектов на КПП Петели с целью скорейшего полного его функционирования. В то же время активно продвигать модернизацию КПП Туркарт и Иргаштам и открывать еще более пассажирских и грузовых рейсов, чтобы обеспечить больше удобств для передвижения людей и грузооборота между двумя странами. Третье. Сотрудничество в области безопасности будет более тесным. Ныне невиданные за столетия изменения ускоряются. Мир вступил в новый период турбулентности и преобразования. Перед международным сообществом стоят важные вопросы безопасности и развития. На этом фоне имеет актуальность укрепление сотрудничества между двумя странами в таких областях, как безопасность, правоохранительная деятельность, оборона и разведывательная информация. Стороны продолжат совместную борьбу с тремя силами зла, в том числе с исламским движением Восточного Туркестана, а также с такими видами преступления, как отмывание денег, контрабанда наркотиков и оружия, киберпреступности, транснациональной организованной преступности, экономической преступности, трансграничная коррупция и нелегальная миграция. Стороны договорились усилить меры для обеспечения безопасности проектов в рамках совместного строительства пояса и пути, а также соответствующих предприятий и персонала двух стран. Укрепляется практическое сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий, обеспечения безопасного производства и аварийных спасательных работ в целях повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, расширяются обмены между оборонными ведомствами двух стран и военно-техническое сотрудничество. Четвертое. Культурно-гуманитарные связи развиваются более бурными темпами. Стороны готовы в полной мере задействовать роли культурного центра Китая в Бишкеке, мастерской Лупан, институтов Конфуция в развитии культурных связей и сотрудничества в области профессионального обучения между Китаем и Кыргызстаном, содействует преподаванию китайского языка в Кыргызстане. Китайская сторона поощряет еще больше кыргызских студентов приезжать в Китай на учебу. Стороны готовы углублять сотрудничество в аудиовизуальной, радиотелевизионных сферах, поддерживать взаимный перевод и выпуск классических произведений двух стран, а также готовить больше молодых научно-технических талантов для Кыргызстана в рамках международной программы талантливой молодежи. Стороны намерены укреплять сотрудничество и обмен в области здравоохранения, совместно работать над повышением уровня профилактики и контроля заболевания, экстренного реагирования и телемедицины, активизировать усилия по строительству двух платформ, как Центр традиционной китайской медицины в Кыргызстане, и продолжить проводить такие мероприятия, как экспресс-здоровье, международное яркое путешествие с целью обеспечения здоровья
и благополучия населения двух стран. Вот экспресс здоровья, то есть китайские докторы сделали тысячу операций. То есть это катаракта для кыргызских друзей. Пятое. Многостороннее взаимодействие становится более эффективным. Перед лицом беспрецедентных глобальных вызовов стороны будут твердо отстаивать международную систему, ядром которой является ООН, продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию, противодействовать различным формам односторонности и протекционизма, призывать к осуществлению подлинной многосторонности, защищать международную справедливость. Стороны будут укреплять координацию и взаимодействие в рамках ООН и содействовать развитию глобального управления в борьбе в более справедливом и разумном направлении. Стороны готовы оптимизировать и укреплять формат Китай-Центральной Азии, совместно с другими сторонами формата реализовать итоги первого саммита Китай-Центральной Азии в городе Сиам, прилагать совместные усилия к проведению второго саммита в текущем году, в Казахстане уже, поддерживать переход секретариата формата к полному функционированию. Стороны будут и дальше развивать шанхайский дух, укреплять взаимную поддержку и взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Будучи председателем ШОС 2024 и 2025 годах, Китай намерен провести плодотворный саммит ШОС. Кыргызская сторона поддерживает председательство Китая в ШОС, и в свою очередь китайская сторона выражает готовность оказать необходимое содействие Кыргызстану в рамках его председательства в ШОС в 2025-2026 годах. Дорогие друзья, оглядываясь на прошлое, китайско-кыргызские отношения прошли непростой путь развития. Стороны твердо поддерживают видение и цели национального развития друг друга. Китайская сторона высоко оценивает успехи кыргызской страны в области национального развития, достигнутые с помощью всесторонних реформ, и твердо убеждена, что под руководством президента Садыра Джапарова Кыргызстан продолжит реформы и выполнит поставленные задачи в намеченные сроки. Кыргызская страна высоко оценивает исторические достижения социально-экономического развития Китая, поддерживает Коммунистическую партию Китая во главе китайского народа во всестороннем продвижении строительства могучей страны и национального возрождения с помощью китайской модернизации. Заглядывая в будущее, мы полны уверенности в том, что под стратегическим руководством глав двух государств и при поддержке двух народов создание сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедствия, дружбы и совместного процветания непременно принесет пользу обеим странам и их народам. Благодарю за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в связи с закрытием американских правительственных проектов на САИД, не намерен ли Китай каким-то образом восполнить этот пробел? Потому что у Кыргызстана будут проблемы небольшие, не поможет ли нам здесь Китай? Затем мы сравниваем с Америкой. То есть ежегодно китайская страна предоставляет гранты кыргызским друзьям. И эти гранты в долгие годы способствуют социально-экономическому развитию Кыргызстана. И в этом году тоже во время госвизита тоже объявлены новые гранты. Я думаю, что это между нами, это еще раз демонстрируется о высоком уровне дружбы между нами, потому что сейчас мы создаем сообщество единой судьбы между Китаем и Кыргызстаном. Мы солидарны по всем вопросам. Взаимовыручка, но это само собой разумеется. Спасибо. Здравствуйте. Недавно прозвучала такая мысль о том,
изменилось. И такой вопрос, как Китай и Кыргызстан могли бы повысить вот этот объем оборота юаня в торговле, как вы считаете? Ага. Вы задаете хороший вопрос. Мы соседние страны. Конечно, вот вы знаете, сейчас товарооборот между нами бурно развивается. В прошлом году по нашей статистике товарооборот между нами, то есть составил почти 23 миллиардов долларов США. Мы установили новый исторический рекорд. В расчете между нами, конечно, это зависит от нашего общего желания. Если мы хотим, то есть сделать расчет в юане или в сумме, это зависит от нас. Я думаю, что наши компетентные органы и министерства, они тоже работают. Если мы договоримся побольше пользоваться юаня, ну, пожалуйста. Самое главное, это взаимовыгодно. Спасибо. Слово Кыргызстана. Елена Жолобова. Госпожа посол, скажите, пожалуйста, вот вы приехали в нашу республику, и, наверное, чтобы понять любое государство, вы должны посетить какие-то ее отдельные места, побывать в регионах. Какие, вот, на ваш взгляд, места вы хотели бы посетить, чтобы больше понять, проникнуться культурой нашей республики? Ага. Вы тоже задаете интересный вопрос. Кыргызстан для меня любимая, знакомая страна. До моего прибытия я уже много раз здесь бывала. Но, честное слово, я, то есть, в Бишкеке много раз. В других областях пока мало. Но в Исыгуле я уже бывала. Я думаю, что ваша страна очень красивая страна. Там любая область, любое место для меня интересно. Я после, то есть, начала выполнения своей миссии только 40 дней. То есть вот эти 40 дней я занята подготовкой к визиту. Но, конечно, тоже встречалась с многими министрами. Потом я найду время, я обязательно, то есть, посещать каждую область. Это очень красивая страна. Ваш вот природный пейзаж, я думаю, что вот это такая редкая красота во всем мире. Спасибо. Антистресс, несколько вопросов коротких. Кыргызстан ввел вызовы и послабления для граждан Китая, разные там, да? Включая 7 дней безвизовый, у кого есть шенгенская виза. Со стороны Китая будут какие-нибудь тоже послабления, визовые послабления для граждан Кыргызстана? Первый вопрос. Второй вопрос про железную дорогу. Можете сказать что-нибудь про инвестиционное соглашение? Как обсуждались вопросы, как финансировать строительство железной дороги и готов ли Китай предоставить кредиты для этого? И третий вопрос про газопровод. Это 4-я ветвь. Сдвинется ли этот проект с своего места? Будет он реализовываться в ближайшем будущем? Вы сразу же задали мне 3 вопроса. То есть, что касается первого вопроса, мы поддерживаем людской обмен между нами. Вы уже, то есть, наверное, все уже замечаете, то есть, со временем расширения сотрудничества между нами, людской обмен тоже расширяется. Я вчера прочитала одну цифру, то есть в прошлом году туристы из Китая сюда, там примерно 120 тысяч, если я не ошибаюсь, вот цифра. И, конечно, то есть между нашими компетентными органами тоже идет активная работа по предоставлению больше удобства для простым людям. Вы посмотрите, на этот раз мы подписали соглашение о групповом туризме. То есть в этом соглашении именно, то есть, зафиксировано о предоставлении взаимно больше удобства для людских обменов. Я уверена, что между нами вот такой людский обмен еще
расширяется и углубляется. И к тому же наши лидеры уже договорились, то есть кроме этого мы готовы открыть больше прямых рейсов. Кроме дороги, железной дороги, кроме автодороги, еще будет больше рейсов. То есть удобства для простых людей становится больше и больше. Что касается второй вопрос, да, там железная дорога, вы знаете, железная дорога, конечно, это для строительства этой дороги там примерно там 500 километров, такая длина. Конечно, большая сумма инвестиций. Но это трехсторонний проект. Конечно, только между тремя странами вместе договариваться, как обеспечивать финансирование. Я думаю, что работа будет успешна. Третье, это касается уже газопровода, да? Это 4-я ветка, да? Вы имеете в виду? Ага. Да. И между нами тоже, если я не ошибаюсь, между нами тоже уже подписано соглашение, межправительственное соглашение. Я знаю, здесь тоже есть представительство нашей нефтяной корпорации CNPC здесь. Я думаю, что работа идет. Спасибо вам. Вы нам сейчас показали замечательное видео, как наш президент осматривал ваши объекты зимнего туризма. И для Кыргызстана зимний туризм – это перспектива, мы хотим его развивать. Что конкретно может предложить Китай? Свои инвестиции, поделиться своим опытом в этой сфере? Ага. Я знаю, у вас тоже идет то есть грандиозное строительство, это грандиозного стратегического проекта три вершины. У вас есть очень хорошие природные условия для развития такого туристического комплекса. Я думаю, что это хороший проект. И я не знаю, как там идут консультации или переговоры между бизнес-средами, я не знаю. Но я думаю, что там, конечно, для нас, для китайских инвесторов тоже интерес есть, обязательно интерес, потому что это грандиозный проект. Это, если наше участие нашей страны, я думаю, что это тоже взаимовыгодно. Что касается то есть обмен опытом, то есть мы соседние братские страны, то есть мы в долгие годы мы учимся друг у друга. Я думаю, что опыт у нас тоже, накопили чуть-чуть, наверное, там есть опыт. Если с вашей стороны хочет познакомиться, конечно, мы рады. Наша страна все открыта для Кыргызстана. Спасибо. Кыргызстан Суманбек. В ходе визита подписано несколько документов в отношении сельхозпродуктов, как вы сказали. Идет ли речь об открытии китайского рынка для других видов сельхозпродукции, которые производятся в Кыргызстане? Подписан документ, это означает, что наши производители уже могут на экспорт поставлять свою продукцию, или речь идет о подготовительной работе? Там на этот раз там как минимум три документа о импорте сельхозпродукции Кыргызстана. Насколько я знаю, наверное, это очень важный этап. Конечно, для любой страны, в том числе для Китая, импортировать сельскую продукцию, там есть строгое требование. Но Кыргызстан для нас братская страна, поэтому наш рынок в первую очередь открыт для Кыргызстана. Наш представитель тоже так сказал. И, то есть я думаю, что ваша сельская продукция тоже высококачественная и зеленая, чистая. И сейчас уже становится больше и больше сельской продукции Кыргызстана в Китае. Я думаю, что эта тенденция еще расширяется. То есть
после употребления вашего внутреннего спроса, что у вас есть, можно экспортировать в Китай. У нас самый крупный рынок во всем мире. Поэтому любой товар Кыргызстана может найти рынок сбыта в Китае. Мы только приветствуем. К тому же в Китае ежегодно там есть многосторонних площадок. Допустим, импортная международная ярмарка в Шанхае, там Гуанчжоу экспортная ярмарка, Севсуар там евразийская выставка. То есть все эти, ну и так далее, много международных площадок для расширения торговли. Мы тоже предлагаем кыргызским друзьям хорошо пользоваться вот эти площадки, побольше принимать участие, и вы можете найти больше шансов для торговли, для расширения торговли с Китаем. Спасибо. Пожалуйста. Вот последние годы наши ученые, китайские, кыргызстанские ученые, стали совместно очень тесно работать по вопросу. Так вот, в китайских архивах нашли информацию, да, о том, что кыргызы были древние народы, да, и исследования уже начались, уже лет 5-4, наверное. И как считаете, дальше эта работа как будет идти? Это было несколько даже сенсация была. И вот ваше мнение. Вы, наверное, знаете об этом. Вот сотрудничество в этой области, я думаю, что уже давно уже началось. Началось, да? Да. То есть это не пустые слова, то есть между нами дружба, традиционная дружба, то есть как минимум 2300 или 200 как минимум лет, то есть назад. В нашем историческом архиве, вы знаете, тогда уже есть, даже уже есть название Кыргызстана. У нас есть там то есть летописи об истории. Там называется Кыргызстан Гыкун. То есть это чистое произношение. Гыкун. По-китайски Гыкун. И там четко написано. Поэтому я думаю, что то есть углубление сотрудничества в этой области имеет смысл и имеет перспективы. Мы только поддерживаем, поощряем. Потому что наши предки давным-давно уже создали так тесные связи, дружеские связи. Спасибо вам. Можно еще один вопрос? Хорошо. 20 марта прошлого года китайская компания заявила о начале строительства второй части завода Джунта. Можно узнать, на какой стадии сейчас находится? Я знаю, вот это вторая очередь, да, вторая очередь переработки. Это большой проект. Но инвестиции тоже большая. И сейчас вот вся работа идет благополучно. Насколько я знаю, наверное, это первый, крупный энергетический проект между нами. Поэтому вот я думаю, этот проект тоже символизирует о том, что между нами сотрудничество, то есть имеет большие горизонты и перспективы. Спасибо вам. Если у вас нет больше вопросов, в заключение еще раз выражаю признательность всем вам. Я хотела бы подчеркнуть, что СМИ играют важную роль в развитии китайско-кыргызских отношений и передаче дружбы из поколения в поколение. Надеюсь, что все будут позитивно осуществлять отношения между Китаем и Кыргызстаном
и создавать благоприятную атмосферу общественного мнения для создания сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана. Приглашаем всех вас чаще посещать Китай. Конечно, ко мне в гости тоже, я приветствую, почаще ко мне. И принимать активное участие в мероприятиях посольства. Спасибо всем. Еще раз спасибо. Хорошо.